Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Сегодня местное самоуправление – это живая система, в которой ежедневно сталкиваются ожидания людей, реальные возможности территории и задачи государственной политики. Именно здесь, на уровне районов и поселений, решения ощущаются не в отчетах, а в повседневной жизни. В состоянии дорог, работе школ, доступности медицины и в том, насколько человек вообще чувствует, что его слышат. В последние годы эта система переживает заметные изменения. Меняются подходы к управлению, усиливается координация с региональным уровнем, появляются новые инструменты участия жителей. Но при этом главный вопрос остается прежним. Где сегодня проходит граница между самостоятельностью местной власти и общей логикой государственной системы? И как в этих условиях сохраняется тот самый прямой разговор с людьми? О том, чем сегодня живут муниципалитеты, с какими вызовами сталкиваются и как находят ответы на них, поговорим с моим сегодняшним гостем Степаном Саргыдаевым, главой Чурапчинского улуса Республики Саха, председателем Совета МСУ Республики. Степан Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. Мы позвали вас по такому случаю, что 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Ну, если смотреть шире формальных дат, как вообще, на ваш взгляд, меняется сама философия местной власти сегодня? Это по-прежнему власть ближе всего или уже все-таки часть единой управленческой системы? Еще раз здравствуйте. Для нас местное самоуправление, конечно, это власть, которая находится и работает вместе с населением. Это люди, которые работают на земле, и самые близкие люди жителям своего села, своего района. Мы уже находимся и работаем более 20 лет Работаем по нашему 131 федеральному закону об общих принципах развития местного самоуправления. И сегодня, начиная малых лет и уже старшего поколения, знает, где находится сельская администрация, да, кто является депутатом наследного совета, кто является главой, потому что они самые близкие люди власти. А в последние годы система публичной власти, она все-таки заметно трансформируется. Как же меняется баланс между самостоятельностью и муниципалитетом? Трансформация. Ну, мы уже по Республике Саха-Якутия в прошлом году, в декабре месяце, приняли новый закон, 33-й федеральный закон об общих принципах развития местного самоуправления в единой системе публичной власти, где, ну, если историю рассказать, вот этот закон начался еще в 2019 году. В декабре месяце занесли законопроект в Государственную Думу Российской Федерации, даже прошел первую чтение, но в 2020 году из-за пандемии приостановили, ну, так скажем, заморозили, да, и уже с 2023 года возобновили, и мы уже практически ну, если начать с 2019 года, уже 5-6 лет уже мы дискутировали, очень много было круглых столов, отзывов, да, и по полномочиям, да, и по единой системе публичной власти оставить двухуровневую власть или все-таки перейдем к единой системе власти. Но наш Илдархан Республики Айсен Сергеевич Николаев принял решение, и мы оставили, ну, в части выборов мы оставили единую систему, да, а в целом мы оставили вот двухуровневую власть, оставили местное самоуправление. И сегодня также идет эти рассмотрения, обсуждения по полномочиям, по федеральному закону. Это 32-я статья. Мы в целом в основу приняли закон. В части первой мы приняли, а в части 32 статьи, в части 2 и 3 мы еще сегодня обсуждаем. Да, это конкретно по полномочиям, которые мы должны принять 1 января 2028 года.
Сегодня остро идут обсуждения, очень много идут круглые столы, но мы думаем, что те наши мнения, которые вот мы озвучивали, вот это все они принят, и уже в законодательной части мы уже в 2027 году уже все примем. В целом, если вот по местному самоуправлению рассказать, конечно, мы сегодня оставляем двухуровневую власть. Это очень хорошо, да, потому что такой единой иерархии у нас не будет. Все-таки мы будем работать, как и прежние работали по 131 федеральному закону об общих принципах. Но изменения пойдут именно избирательной части. Да? Сегодня в 2026 году уже в 5 муниципальных районах пройдут выборы. Там уже по новому федеральному закону, где глава республики внесет кандидатуру, не менее 2 кандидатов, которые внесет именно Совет депутатов муниципальных районов, где депутатов изберут главу района. Могут там внести свои кандидатуры, ну, кроме главы республики, партийные, да, политические партии могут внести свои кандидатуры, могут внести кандидатуру Совет муниципальных образований и может внести кандидатуру Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. По сельским поселениям, по главам, будет создана конкурсная комиссия, и, так скажем, 50 на 50, да, это конкурсную комиссию внесет своих членов глава района, уже избранный, да, глава района, и 50% от депутатов наследного совета. И они внесут кандидатуру тоже не менее 2 кандидатов на пост главы сельского поселения или городского поселения. Такие вот важные изменения по федеральному, 33-му федеральному закону именно избирательной части будет. Степан Анатольевич, вот еще хочу спросить, а как же по партийному равенству? По партийному равенству все политические партии равны. Может «Единая Россия» внести свою кандидатуру, может «Справедливая Россия», КПРФ. Они тоже имеют свою привилегию, и они могут спокойно внести свою кандидатуру. Там равенства этого нету, все равны. Вот вы отметили, что вообще закон разрабатывался еще в 2019 году, да, но из-за пандемии пришлось отложить. Как думаете, а может быть и хорошо, что вот он немного полежал, к нему потом с умом подошли? Ну, что называется, поспешишь, людей насмешишь. Да, это вот правильно задали вопрос. Очень правильно, что благодаря, конечно, пандемии это плохо, но благодаря пандемии нам было много времени, чтобы обсуждать этот законопроект. Да? Мы несколько раз поехали вот на площадках, которые организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Очень много дискуссий было, очень много разногласий было. И сегодня все-таки вот Государственная Дума Российской Федерации первый проект, ну, в целом, в самом виде, вот это все он сказал, что не будем в 2023 или 2024 году принять, потому что есть, ну, короче, по-прямому сказать, сырой закон. Да, сырой закон, и дали нам на обсуждение. И, конечно, мы благодарны главе Республики Саха-Якутия, что он принял такое очень хорошее решение, оставил двухуровневую власть местного самоуправления. И получается, по всей стране из 89 регионов
16, если не ошибаюсь, 16 регионов оставили двухуровневую власть местного самоуправления. А вы сейчас, как глава района Чурапчинского, как видите вообще свою роль? Управленец? Или, может быть, тот, который... Хозяйственник, да? Да, хозяйственник. По большому счету мы хозяйственники. В целом, вот, как вы сказали ранее, именно строительство дорог, да, строительство школ, строительство детских садов, благоустройство, сельское хозяйство, культура, образование. Вот это лежит на наших плечах. Из-за наших решений улучшается жизнь и условия жителей района, сел, ну и республики в целом. Ну и плюс у нас еще же есть, например, нацпроекты. Конечно, национальные проекты — это самые живые и работающие проекты. Вот, например, мы по национальному проекту «Жилье», именно переселение граждан из аварийных домов, вот, например, в моем районе мы улучшили жилищных условий больше 2600 человек. Это мы построили 47 многоквартирных каменных домов. Это 918 квартир, полностью благоустроенные благодаря вот инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В целом и вот по нашему району и в целом по республике очень много, 12, сколько там было? 12 тысяч квадратных метров мы только в 2025 году улучшили жилищных условий наших жителей Республики Саха-Якутия. И в этом году работа продолжается. Да, и в этом году работа тоже продолжается. Мы, например, наш район мы завершили уже второй этап. Мы уже ждем начала третьего этапа. Есть еще дома, которые надо построить, улучшить. Ну, хорошо, с жильем разобрались. А есть еще какие-то вопросы, которые вы прям так остро ставите? Может, не знаю, нехватка кадров, финансы, что-то другое? Ну, финансы всегда не хватает, да? Насчет финансов мы не останавливаемся, потому что хоть сколько денег, но все равно не хватает. Но именно вот по кадровому вопросу нам надо еще поработать надо, потому что большинство молодых людей, ну, все-таки они переезжают в более крупные города. Вот, например, из сел они переезжают в центр района, а с центра района они переезжают в города, а с городов уже другие регионы, Москва, Санкт-Петербург и так далее. Вот поэтому такая интенсивность у нас есть, вот, именно отток именно молодых людей у нас есть, но все-таки мы стараемся оставлять своих молодых людей у себя. Вот, например, в моем районе действуют все образовательные учреждения, да, работают. У меня вот в нашем районе есть среднее специальное образовательное учреждение аграрного направления, агротехнический колледж. И, конечно, наша гордость всей республики — это единственное высшее учебное заведение, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, который находится в сельской местности, это у нас в Чурапчинском районе. Поэтому по кадровым вопросам, конечно, они нас очень хорошо поддерживают. И мы стараемся, как глава района, да, не только я, и мои друзья, мои коллеги тоже стараются, чтобы воспитать хороших профессионалов, да. И я вот, например, в 2022 году подписал соглашение с медицинским колледжем, и открыли медицинский филиал. И в прошлом году первые ласточки, наши выпускники,
уже завершили свое обучение. Всех 41 выпускника мы полностью охватили работой. И в этом году уже еще заканчивают наши акушеры. И в этом году у нас начинается набор по направлению стоматологии. Да? Так мы в аграрно-техническом колледже в 2023 и 2024 году, наш район знаменит своим сельскохозяйственным направлением. Да? И в агротехническом колледже мы открыли 2 кабинета. Это кабинет ветеринарии и кабинет животноводчества. Да? И в 2025 году мы участвовали в конкурсе, который проводит через Министерство просвещения Российской Федерации. Мы участвовали в очень хорошем конкурсе. И в 2025 году в Деринской агрошколе мы открыли 2 класса. Именно класс по животноводчеству и класс по агрономии. Да? И в прошлом же году, чтобы были наши кадры, да, мы подписали соглашение с Жатайским судоверфью и Жатайским техникумом. И мы открыли у себя, там уже с 8 класса будут обучаться, уже обучаются, да, наши ребята, наши дети. Мы открыли класс Жатайской судоверфи. То есть мало того, что аттестат, так еще и профессию получат. Да, полностью профессию получат, и они автоматически после завершения или 9 класса, или 11, если изъявят желание, они поступят, во-первых, в Жатайский техникум, а потом уже высшие учебные заведения именно по речному направлению. Давайте поговорим еще про съезд муниципальных образований. Не первый раз вы принимаете в нем участие. Насколько такие площадки вот на сегодня, они влияют все-таки на принятие решений? А не просто пришли, собрались, поговорили? Нет, это для нас самый съезд для нас это самый, так скажем, эффективная площадка, где мы сегодня, вот уже прошло у нас съезд, да? У нас 3 дня прошло, с 14 по 16 апреля. 14 апреля у нас работали дискуссионные площадки по направлениям сельского хозяйства, по вопросам Арктики, по вопросам по новому по новому закону, да, федеральному. Прошли круглые столы, где принимали мы резолюции. И, конечно, 16 апреля на пленарной части 10-го съезда Совета муниципальных образований мы приняли резолюции. И в этих дискуссионных и круглых столах мы все, какие проблемные вопросы мы высказываем, проводим правительственный час именно вот с органами государственной власти, с представительными органами, да, вот, с депутатами государственной собрания Ультумен. Мы втесную работаем, задаем очень много вопросов, свои предложения, и которые мы вносим в нашу резолюцию. И в течение 3 года по уставу у нас съезд проходит каждый через 3 года. И в эти 3 года мы стараемся, чтобы те принимаемые, те принятые вопросы и предложения на съезде предотвратить вот уже к работе в деле. А опираясь на опыт прошлых лет, получается ли так, что какой-то вот есть проблемный вопрос в резолюции, но его за 3 года не решишь и приходится дробить на мелкие задачи?
Ну, по такому вопросу я не встречался, но в целом мы очень в тесном отношении работаем с исполнительными органами государственной власти. Они стараются везде нам помочь. Рождаются очень хорошие проекты. Вот, например, проект как программа поддержки местных инициатив, которые курирует Министерство финансов. В целом, благодаря таких программ в населенных пунктах инициативы жителей сегодня реализуются уже в жизнь. Да? И, ну, конечно, есть вопросы, которые еще не доработали, которые мы уже оставляем на сегодняшний день. Да. Все вопросы, которые были на съездах, на дискуссионных площадках, да, они не оставляются без присмотра, потому что все вопросы сегодня как-то стараемся решать совместно. А вот какие изменения за последние годы считаете действительно ощутимыми для жителей? Ну вот не цифры в отчете, а по реальному качеству жизни. По реальному качеству жизни, конечно, благодаря национальным проектам, да, очень хорошо по всей республике работает национальный проект здравоохранения. Во многих населенных пунктах сегодня уже реально строится и уже построены очень много фельдшерских, акушерских пунктов. Сегодня по федеральному партийному проекту не только вот земский учитель, да, уже есть земский врач, сегодня есть земский работник культуры, да, это очень хорошо поддерживает. Сегодня во многих районах построены хорошие больничные комплексы. Вот, например, в моем районе в прошлом году введено второй этап больничного комплекса. Сегодня, на сегодняшний день единственный больничный комплекс, у которого имеется МРТ, да, и компьютерная томография. Сегодня благодаря этому проекту очень хорошо развивается телемедицина, потому что качество обслуживания здоровья жителей по республике уже видно на глазах, да, очень хорошо развивается. Также я хочу остановиться именно по благоустройству населенных пунктов. Да. Очень хорошая программа — это комфортная городская среда, формирование. Да. И благодаря этим проектам практически во всех районах, населенных пунктах, центрах района, да, обустроены и построены очень хорошие площадки. Вот, например, в прошлом году мы провели же наши Олимпийские игры Василия Манчара в Татинском районе, в селе Этыккөл, где набережная преобразилась, как сказать, ни словом, ни медом, и этим не рассказать, потому что очень все красиво. Это все благодаря таким проектам, именно улучшение качества жизни жителей данного поселка, данного района. Очень много таких программ именно по национальному проекту образования строится очень много школ, да, со всеми, которые требуются сегодня госстандарта, со всеми стандартами. Очень много новых технологий сегодня у всех населенных пунктах, районах у нас развивается. Также можно отметить именно по сельскому хозяйству. Наш район полностью, практически 50% жителей нашего района занимаются сельским хозяйством. Да. Вот, например, у меня
один из крупнейших районов Республики Саха-Якутия, где мы содерживаем больше 15 тысяч крупного рогатого скота, больше 18 тысяч наших якутских уникальных лошадей. У меня вот, например, больше 300 крестьянско-фермерских хозяйств, 28 потребительских хозяйств и 8 производственных кооперативов. Да? Это большое количество людей, которые сегодня занимаются сельским хозяйством. И в сегодняшнюю программу вот, бюджет нашей республики именно по поддержке сельского хозяйства выросла 2 раза благодаря главе Республики Саха-Якутия и депутатам Государственного собрания. Это вот в прошлом году 15,5 миллиардов рублей, из них 8,5 миллиардов рублей именно в части субсидий, да, субсидий на молоко, субсидий на голову коров, лошадей и так далее. И с прошлого года принят новый наш региональный закон, где полностью передали полномочия муниципальным образованиям именно по направлению сельского хозяйства. И благодаря этим полномочиям мы по малым мощностям в прошлом году практически во всех районах построили новые коровники на 100 голов, сделали модернизации молокозаводах, летники построили. И этот закон действительно дал ощутимый эффект именно развития сельского хозяйства по республике. Ну, плюс, получается же, вы не только едите молочную продукцию у себя в районе, еще и всю республику кормите. Вот в Якутске, где в магазине не встретишь, да, обязательно есть. Если Сапогай-Чурапчинский, что-то. Да, стараемся, конечно, но сегодня, конечно, не всю республику мы кормим, да, потому что мощность еще пока не позволяет, но мы к этому идем. Есть указ главы республики от 2024 года именно развития туризма и местного производства, где мы в 2030 году должны по 7 самым важнейшим продукциям увеличить 1,5 раза, да, и мы к этому идем. Если мы 1,5 раза увеличим, то не всю республику будем кормить, но уже какую-то часть, большую часть мы будем уже кормить. Сегодня есть очень хорошие программы. Это программа кормопроизводства, да. Мы всегда говорили, и наши старшие братья тоже говорили, что если хорошо кормить корову, молоко есть в языке коровы. Так говорят, да, потому что если вот хорошими витаминами, хорошими компонентами там мы кормить, то, конечно, корова будет даст большего объема молока. Тогда и у нас и увеличится наше местное производство, наша местная продукция. И мы к этому идем. Сегодня Министерство сельского хозяйства и вот в этом съезде тоже дискутировали по этому вопросу. И мы должны в 2027 году внести изменения нашим полномочиям, уже, которые уже сейчас есть, и нашим программам. Да. Сегодня предложили 3 варианта развития сельского хозяйства. Большинство глав мы приняли 3-й вариант. 3-й вариант — это, конечно, конечный результат — это наша продукция будет. Хорошо. От продукции к благоустройству территории. Вот вы отметили программу «Комфортная городская среда», а есть еще программа поддержки местных инициатив. Да. Программа поддержки местных инициатив — это один из самых эффективных программ нашей республики. Да. Благодаря этой программе сегодня уже очень много проектов уже реализовались.
Если вот дать пример по моему району, если вот с 2021 по 2026 год мы практически реализовали 218 миллионов рублей. В 2021 году мы выиграли, у меня 17 населенных пунктов, да, по району, мы выиграли 33 миллиона рублей. А в 2025 году мы уже по конкурсу выиграли больше 53 миллионов рублей. И эта программа не только вот бюджетная, да, и государственная программа, а это программа, которая вовлекает всех, да, и государственный бюджет, и местный бюджет, и плюс еще внебюджет. Там находит своих спонсоров, и сами жители участвуют. И вот поэтому их инициатива сегодня реализуется, и они очень активно участвуют в этой программе. Да, там они у себя, вот у меня в районе 25 территориальных общественных самоуправлений. Да? Из них 8 уже юридически зарегистрированные, они могут спокойно участвовать во многих грантах, которые сегодня есть, да. И мы так сделали, да. Сперва перед конкурсом мы объявляем свой конкурс, где они предлагают свои предложения. Вот, например, Тоскоголы, да. Тоскоголы, у меня по таким-то улицам нету уличного освещения. Давайте они все подписывают и участвуют в конкурсе, чтобы у них было уличное освещение. А потом сельская администрация, да, местное сельское поселение, смотрит эти все проекты, конкурсы, и самые глобальные проблемные вопросы они уже вносит на участие именно в программе поддержки местных инициатив. И получается, после таких предложений у нас есть уже очередность, да? Очереди идут. В следующем году, мы в этом году проиграли, давайте в следующем году внесем наше предложение, наш проект по уличному освещению, по строительству дороги, по строительству сквера или других, ну, разных, очень много, по летнему водопроводу, да. Вот поэтому программа поддержки местных инициатив сегодня самая эффективная программа. Но хотелось бы, чтобы там еще увеличили финансирование. Да, финансирование. Сегодня по району 2,5 миллиона рублей, а по сельским поселениям 1,5 миллиона. Это уходит из государственного бюджета. И плюс там идут вот софинансирование из местного бюджета и софинансирование самих жителей. Вот поэтому хотелось бы еще там корректировки сделать, посмотреть насчет финансирования. Ну, как знать, возможно, действительно такое произойдет. Степан Анатольевич, возвращаясь к тому, с чего начали, вы пришли к нам все-таки по праздничному поводу, День местного самоуправления. Ну и близится День Республики. Да. Может быть, у вас для наших зрителей есть какие-то поздравительные слова? Ну, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Хочу вас всех поздравить нашим праздником, праздником местного самоуправления. Ну, местное самоуправление — это фундамент, на котором держится развитие нашей республики и страны в целом. Да? И, конечно, хочу пожелать и сказать огромное спасибо всем, которые сегодня работают на земле, которые сегодня искренне хотят, чтобы менялась жизнь к лучшему. Всем, пусть всем вот сегодня там работают профессионалы, да, те, которые вот своей мудростью, своей профессионализмом сегодня держит местное самоуправление. Я всегда говорю, что это мостик между властью и жителями. И всем я желаю, чтобы у всех было крепкое здоровье, и все намеченные проекты на благо жителей
своего села, да, своего района воплощались в жизнь. Всех с праздником и, воспользуясь случаем, всех поздравляю наступающим нашим праздником, праздником нашей республики. Большое спасибо, что нашли для нас время, пришли, поговорили, ответили на волнующие вопросы. Вас тоже тогда, получается, с вашим профессиональным праздником, еще с наступающим Днем Республики. Спасибо. Приходите к нам еще. Ага, спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.